Первый вопрос в повестке дня – отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Государственный бюджет составил по доходам 21,7 миллиардов рублей. Если говорить о расходах, то они удержали уровень в 25 миллиардов рублей. Если госбюджет сравнивать с 2024 годом, то он вырос на 6 миллиардов рублей и составил 38% роста. И это все благодаря увеличению финансовой помощи России. Отчет зачитал на государственном языке министр финансов Саид Губаз. Республика бюджета хашала тухта юнески жохбашуксаза ишукнаргылит жибиж миллиарды пшини жба миллион мат. Вах яхабхедзалу. Ашахпи ятуми ахашала. А миллиардки пшиши юнижи пшба миллион матар он заинагдзан. Мамзар шихба процент оплани баз арбагаква он хода всада пе финанс цхара раяез а миллиардки фыш юни жухба миллион мат мамзар пшини жижа процент оплани баз арбагаква он. Почти 80% собственных доходов поступили за счет средств, администрируемых Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом. За 2025 год из республиканского бюджета на 17 целевых программ и по 11 другим направлениям было выделено более 1 миллиарда рублей. Беспрецедентный уровень расходов в прошлом году на систему здравоохранения. Больше 760 миллионов рублей потрачено. Это, конечно, очень важное направление, и мы, безусловно, будем наращивать. Не менее важно явилось в предыдущем году и направление по поддержке энергетической отрасли. 1 миллиард 20 миллионов рублей было потрачено на эти цели, с которых 850 миллионов рублей на оплату электроэнергии, приобретаемой в Российской Федерации, и 190 миллионов рублей в качестве авансового платежа на приобретение приборов учета. Средний размер заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы это тоже позволило изменить ситуацию в социальной сфере. Понятно, что этого не хватает, но это ежегодная индексация, которая дает возможность нам увеличивать фонд оплаты труда. Там еще очень много работы в этой сфере, но тем не менее. По отношению к 2024 году у нас доходы собственные выросли на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это достаточно высокий показатель в нынешних условиях. Кабинет министров также принял отчеты об исполнении 6 внебюджетных фондов республики за 2025 год. Так, например, расходы Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составляют 258 миллионов рублей. Только на социальную поддержку инвалидов ушло 230 миллионов 363 тысячи рублей. За отчетный период от ветеранов было принято 1651 заявка. Председатель фонда Дмитрий Тарба отметил, что большая часть расходов уходит на приобретение слуховых аппаратов. Материальную помощь на обследование за пределы Российской Федерации 56 человек. На обследование тоже правление 10 тысяч выделяется, 560 тысяч. Помощь семьям на погребение, к сожалению, в этом 25 год 64 человека у нас умерло. По 100 тысяч мы на погребение даем. Стоматологические услуги 213 человек обслужили. 19 миллионов 414 тысяч 856 рублей. Приобретение медикаментов 70 миллионов 356 тысяч 351 рубль. Кабинет министров рассмотрел и принял постановление об определении цен на платные медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях страны. Согласно документу, предельный размер торговой надбавки на указанные услуги не должен превышать 30%. Цены утверждаются учреждениями по согласованию с Министерством здравоохранения.
Это поручение президента. Над этим поручением президента мы долгое время работали. Вот пришло время, когда уже мы все это дело реализуем, подходим к финишу. Значит, по срокам это 1 июня, когда будут оказываться платные медицинские услуги иностранным гражданам. И мы говорим о том, что у нас наши сотрудники уже проходили в российских клиниках специальную практику для того, чтобы посмотреть, как это все работает в ведущих российских клиниках, и уже потом адаптировать непосредственно в наши лечебные учреждения. Создается теперь уже и конкурентная среда среди государственных медицинских учреждений. Это откроет новые возможности, в том числе для стимулирования медицинских работников, в том числе для совершенствования системы здравоохранения. Важнейшее решение, очень рассчитываем, что оно найдет понимание во всем медицинском сообществе. Мы очень часто и предметно об этом говорили с работниками системы здравоохранения, с руководством Министерства здравоохранения. Важный этап, важный шаг, его надо было сделать. Далее члены правительства рассмотрели вопрос о льготном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Суть документа заключается в создании единого правового механизма, который позволит инвалидам 1, 2 и 3 группы получать необходимые препараты бесплатно в государственных аптечных учреждениях. Финансирование данных расходов в полном объеме закрепляется за профильным внебюджетным фондом инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Проект предусматривает четкое разделение процедур обеспечения при амбулаторном и стационарном лечении. Соответствующие порядки будут утверждены Министерством социального обеспечения совместно с Минздравом после принятия данного постановления. Это позволит исключить неопределенность применения и обеспечить бесперебойное снабжение инвалидов войны медикаментами. Увеличена стоимость билетов на посещение Ритинского реликтового национального парка. Теперь взрослый билет будет стоить 1000 рублей, 500 рублей детский билет. В прошлом году было реализовано 457 тысяч билетов, из них детских 33 тысячи. Общая сумма выручки составила 303 миллиона рублей. Естественно, со временем за счет инфляционных процессов стоимость, которая была ранее установлена, уже теряет свою актуальность в силу увеличения расходной базы самого учреждения национального парка, в связи с чем инициируем вопрос повышения стоимости билетов на посещение. На текущий момент стоимость билетов составляет 700 рублей для взрослых и 200 рублей детский билет. Предлагаемым проектом предусматривается увеличение стоимости билетов на посещение до 1000 рублей для взрослых и до 500 рублей для детей от 8 до 12 лет. При этом проект содержит ряд категорий льготных. К ним относятся граждане Республики Абхазия. Соответственно, при предъявлении документа, подтверждающего это, дети до 8 лет вне зависимости от гражданства, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды, и ветераны-инвалиды Отечественной войны народа Абхазии при предъявлении соответствующих документов также допускаются к посещению без уплаты стоимости входного билета. Члены правительства утвердили план мероприятий по реинтродукции горного зубра на территории Республики Абхазия. Проект разработан и представлен совместно с депутатом Народного собрания Резу Зантария и Госкомитетом по экологии и природопользованию. Согласно достигнутым договоренностям, абхазской стороне будет безвозмездно передано 6 особей горного зубра. Нала Чхиндирия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.